Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, уважаемые главы делегаций, прежде всего хочу поприветствовать всех участников сегодняшнего мероприятия, а также выразить благодарность казахстанской стороне за прекрасную организацию заседания Совет глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества. Также хотел бы поздравить нас всех с прошедшим днем рождения ШОС 15 июня и пожелать нам всем успехов и плодотворной работы, нацеленной на всеобщее благополучие и процветание. Уважаемые коллеги, со дня основания, расширяя сферы своей деятельности, организация также успешно наращивает свой партнерский потенциал. В этой связи хочу выразить слова поздравления уважаемому Александру Григорьевичу Лукашенко с историческим событием, получением Республикой Беларусь статуса полноправного члена Шанхайской организации сотрудничества. Уверен, что полноправное членство Белоруссии в ШОС придаст большой импульс дальнейшему поступательному развитию самой организации и наших отношений. Уважаемые коллеги, во времена глобальных вызовов, будь то пандемия, изменение климата или экономическая нестабильность, наше единство и совместные усилия являются ключом к преодолению этих препятствий. Важным остается приверженность ШОС, безальтернативности, политика дипломатического урегулирования конфликтных ситуаций на основе строгого соблюдения общепризнанных норм и принципов международного права, неукоснительного соблюдения целей и принципов Устава ООН. В этой связи Кыргызстан, как и другие государства, члены организации, выступает за укрепление центральной координирующей роли ООН в международных отношениях. Принимаемая инициатива Шанхайской организации сотрудничества о мировом единстве за справедливый мир и согласие, а также заявление Совета глав государств ШОС о принципах добрососедства, доверия и партнерства полностью отражает наши общие стремления в построении стабильного, безопасного и процветающего региона ШОС. Существующие глобальные проблемы, как терроризм, киберугрозы и международная преступность, требуют нашего пристального внимания и совместной работы. Важно отметить, что представленная инициатива Кыргызской Республики о создании Центра по противодействию международной организованной преступности в городе Бишкеке является актуальной, востребованной и соответствует требованиям по совершенствованию механизмов противодействия вызовам и угрозам безопасности государств-членов ШОС. Одной из аксиом регионального благополучия, устойчивости и безопасности является вопрос мира и стабильности в Афганистане. Для Кыргызстана эти основополагающие предпосылки региональной стабильности весьма важны, и хочу подчеркнуть, что Кыргызская республика готова развивать добрососедские отношения с Афганистаном для нашего общего блага и процветания. В вопросах мира Кыргызская республика также выступает за консолидацию усилий мирового сообщества, прежде всего Совета безопасности ООН, по скорейшему и полному прекращению военных действий и разрушению гуманитарного кризиса в секторе Газа, началу политического диалога и мирному урегулированию палестино-израильского конфликта в соответствии с резолюциями ООН на основе принципа «два государства для двух народов». Подчеркиваем важность соблюдения принципов и норм международного гуманитарного права, предусматривающих защиту гражданского населения и гражданской инфраструктуры. Кыргызская республика поддерживает неотъемлемое право палестинского народа на самоопределение, создание своего государства и вступление в ООН в качестве полноправного члена. В нашей общей работе не менее важным вопросом повестки дня, помимо глобальной и региональной безопасности, является дальнейшее совершенствование деятельности нашей организации. Считаю, что подготовленные Советом министров иностранных дел государств-членов ШОС предложения на этот счет нацелены на комплексную работу по этапной реализации всех поставленных задач в целях получения практических результатов по взаимодействию наших стран в рамках организации. Уважаемые главы делегаций,
Взаимовыгодные партнерские отношения в вопросах торгово-экономических связей являются одной из основ стабильного экономического и финансового благополучия наших стран в условиях экономической глобализации. В целях формирования открытой экономики и укрепления многосторонней торговой системы необходимо продолжить работу по сокращению торговых барьеров на всем пространстве ШОС. Кыргызская сторона не раз отмечала необходимость создания специального института для финансирования проектов, таких как Банк развития ШОС и Фонд развития ШОС. Отрадно, что принятие решения Совета глав государств о механизмах финансового сопровождения проектной деятельности Шанхайской организации сотрудничества позволит Совету глав правительств провести соответствующую работу по реализации одного из основных вопросов экономической повестки ШОС. Кроме этого, значительную роль в продвижении торговых связей могут сыграть цифровые технологии, которые в перспективе позволят упростить торговые процедуры. Предлагаю профильным министерствам и ведомствам использовать созданные условия в рамках организации и разработать меры по поддержке высококачественного развития цифровой экономики и интегрировать цифровые технологии в реальный сектор экономики. Хочу информировать, что кыргызская сторона в 2025 году планирует провести молодежный цифровой форум ШОС в городе Бишкек. Уверен, что данное мероприятие внесет значительный шаг в укрепление регионального сотрудничества государств-членов ШОС в области цифровых технологий и молодежной политики. Уважаемые главы делегаций, развитие транспортного сотрудничества и эффективное использование имеющейся инфраструктуры, совершенствование транзитного потенциала являются важным фактором обеспечения экономического развития ШОС. Кыргызская республика выступает за практическую реализацию соглашения между правительствами государств-членов ШОС о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок и других документов в области транспорта. В этой связи утверждаемая сегодня дорожная карта укрепления взаимодействия между государствами-членами ШОС и партнерами по диалогу ШОС создает необходимые условия для реализации совместных проектов в сфере торговли, инвестиций, банковского дела, транспорта, энергетики, а также культурно-гуманитарных областях, включая туризм и образование. Уважаемые коллеги, в век технологического развития, освоения природных ресурсов, стремительной индустриализации и демографического роста мы должны особое внимание уделить вопросам экологической безопасности и устойчивости. В целях достижения целей устойчивого развития, а также реализации национальных стратегий в вопросах экологической безопасности, уверен, что каждая из наших стран реализует определенные поставленные задачи. Считаю, что соглашение между правительствами государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в области охраны окружающей среды также будет дополнительным нашим вкладом в решение глобальных экологических вызовов, смягчение негативных последствий изменения климата и адаптации к нему. Для Кыргызской республики весьма актуальными и важными являются вопросы успешного и устойчивого развития в области энергетики. Утверждаемая стратегия развития энергетического сотрудничества государств-членов Шанхайской организации сотрудничества до 2030 года позволит провести необходимую работу по развитию сотрудничества в этой области. Кыргызская республика призывает продвигать проекты, касающиеся развития возобновляемых источников энергии, энергосбережения, энергоэффективности и гидроэнергетики. При этом интенсивное таяние ледников угрожает сокращением водных ресурсов, что негативно сказывается уже сейчас на состоянии сельского хозяйства и подводит нас к вопросу продовольственной безопасности. Кыргызстан, будучи горной страной, с начала 2000-х годов проводит активную работу по привлечению внимания мировой общественности к горной проблематике. В качестве завершающего этапа горного пятилетия планируем проведение в 2027 году в Кыргызстане второго глобального горного саммита «Бишкек плюс 25» спустя 25 лет после первого саммита. Уважаемые коллеги, приглашаю вас принять участие в предстоящем мероприятии и выражаю надежду, что будут представлены конкретные предложения для сохранения горных экосистем.
Кыргызстан рассматривает страны ШОС в качестве важных партнеров в части устойчивого горного развития на мировой арене. Уважаемые коллеги, сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере заложило прочную основу для укрепления дружбы между странами ШОС. В целях углубления не только культурных связей в рамках ШОС, но и укрепления взаимопонимания между народами, кыргызской стороной ежегодно проводится Иссыкульский марафон ШОС, который также стал имиджевым проектом организации. Объявление одного из городов ШОС культурной и туристической столицей ШОС демонстрирует большой потенциал сотрудничества и позволяет сблизить народы стран ШОС. Объявление города Циндао, жемчужины Желтого моря, культурной и туристической столицей ШОС на 2024-2025 годы и планируемые мероприятия в течение этого года, уверен, поднимут степень нашего культурно-гуманитарного взаимодействия еще на более высокий уровень. Уважаемые главы государств, в заключение выражаю признательность казахстанской стороне и лично уважаемому президенту Республики Казахстан Токаеву Касым-Жомарту Кемелевичу за высокий уровень организации сегодняшнего заседания. Пользуясь случаем, поздравляю уважаемого председателя Китайской Народной Республики господина Си Цзиньпиня с принятием председательства, и хочу отметить, что китайская сторона в качестве председательствующей страны в ШОС может рассчитывать на всемирное содействие и поддержку Кыргызской Республики. Хотел бы также отметить важную роль секретариата ШОС и исполкома региональной антитеррористической структуры ШОС и выразить благодарность господину Чан Мину и Руслану Иркиновичу за проделанную плодотворную работу на посту руководителей постоянно действующих органов нашей организации. Поддерживаем кандидатуру Ермекбаева Нурлана Баюзаковича на пост генерального секретаря ШОС и желаем ему больших успехов. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить за поддержку кандидатуры Шаршеева Уларбека Зарлыковича на пост директора исполкома региональной антитеррористической структуры. Благодарю за внимание. Благодарю вас, уважаемый Садыр Нургожоевич, за ваше содержательное выступление. Кыргызстан, как один из основателей ШОС, и по сей день продолжает вносить конструктивный вклад в поступательное развитие нашей организации, за что мы вам благодарны.